Доброе утро, уважаемые телезрители. Эстетическая гимнастика в Гагаузии, в Молдове набирает популярность. Это один из самых красивых видов спорта, где есть грация, пластика, растяжка и элегантность. Одним словом, красота. Радует, что гагаузские спортсменки в этом виде спорта дают высокие показатели и лидируют среди лучших гимнасток Молдовы. Сегодня мы поговорим об успехах команды «Грация» по эстетической гимнастике, команды города Вулканешты. Приветствую гостей в студии. Победительница чемпионата Республики Молдова по эстетической гимнастике в двух категориях от 8 до 10 лет и от 6 до 8 лет. Анастасия Топал. Доброе утро. Доброе утро. Людмила Топал. Добренькое утро. Доброе утро. Мария Попозога. Доброе утро. И Дарья Куликова. Приветствую. И тренер команды, художественный руководитель танцевального коллектива «Грация» Оксана Фергелиджи. Доброе утро. Добренькое утро. Девчонки и тренер, я вас поздравляю с замечательным результатом, замечательным выступлением чемпионата Республики Молдова. И хочу, чтобы вы поделились впечатлениями. Вы впервые поехали на данный чемпионат, выступили достойно. Есть что рассказать. Делитесь, как начинали, как готовились, насколько переживали. Давайте, слушаю. Мы переживали очень сильно, но заняли первое место. Нам очень понравилось. Там было много номеров красивых, но мы показали себя в Кишиневе и, думаю, понравилось. Достойно. Достойно. Да. Мы готовились очень много, мы ждали этого дня. Мы выступили хорошо, мы не знали, что мы получим первое место, но мы это сделали. Заслужили. Вы это сделали. Как готовились? Как, я знаю, перед соревнованиями такие волнения, переживания. Вот я знаю, ты очень сильно переживала, как прошел этот вечер, как прошло, как ты восстановила свое состояние, что нужно выйти на ковер и выйти достойно. Я очень переживала, я не могла уснуть, заняли первое место, я не могла прям нарадоваться. Мы столько тренировались, выступали на втором этаже. Да, дальше? Дарья. Потом, когда наступил этот день, у нас некоторые девочки говорили, что мы займем второе место. А я сразу думала, что первое. А потом так и оказалось. Ну, отлично. Но первое место занимают обычно те девчонки, которые очень много занимаются, много работают, стараются, да? Вы что делали для того, чтобы занять первое место? Как проходили тренировки? Мы старались, делали разные элементы, работали над собой. А тренер нам помогал, когда что-то не получалось, что-то не так в танце. Пришлось чуть-чуть поработать. Пришлось поработать. Ну да, чтобы достичь хорошего результата, нужно много-много работать. Да, что Дарья скажет? У нас обычно было 3 раза в неделю тренировки, а когда мы готовились к соревнованиям, у нас всю неделю были тренировки. Каждый день, да? Да. Устали? Нет. Нет, я не уставала. Я дома просто приходила и опять что-то делала. А, еще и дома тренировались, да? Дома перед зеркалом, каждый индивидуально, так? Всегда нравилось то, что делаете? Или где-то, да? Ну, иногда мне очень нравилось. Хоть и приходилось чуть-чуть отделять время гимнастике, хотя есть уроки в школе, но да, надо успевать везде, да, заниматься, чтобы везде быть первыми и лучшими. Получается? Да. Ну, отлично. Результат есть. У вас замечательные медали. Горит золото. Да, это хороший результат. Вы, тем более, что вы поехали впервые. Оксан, ну, делитесь. Вся нагрузка на тренера. Тренер много работает, требует, где-то, может, чересчур строг, но я думаю, что все эти качества необходимы для того, чтобы достичь хорошего результата. Да, расскажите об этих соревнованиях. Я знаю, что многочисленные команды всей Молдовы, многих-многих городов приняли участие. Расскажите. Да, это был фестиваль, именно турнир чемпионат Молдовы, но принимали участие и из Украины, то есть он считался бы уже как бы и международный, потому что принимали команды из Украины и из Болгарии участие. Вот. Как мы попали на эти соревнования?
И вообще это такой долгий путь был, потому что мы не раз участвовали на всевозможных соревнованиях участия, потому что давали больше акцент на танцы, потому что изначально я занималась больше танцами, чем гимнастикой, но самый большой уклон в танцах у нас был на растяжке, на классике, вот. Есть вот такие два вида спорта, которые для меня были что-то далекое. Это вот именно гимнастика, чистая гимнастика и бальные танцы. Потому что если в танцах ты можешь задействовать все стили, все как-то сделать, и вообще ни одну работу я не боюсь, связанную с танцами, я могу за любую работу взяться и сделать, то в гимнастике и в бальных танцах есть определенные правила, ограничения в костюмах, ограничения в движениях, ограничения по возрасту. И это довольно такой сложный вид спорта, в которых не разгуляешься, там есть рамки. И вот я долго познавала вот именно этот вид спорта, так как его даже к искусству нельзя приобщить, потому что это все-таки спорт. И в общем, когда я связалась с президентом федерации, она меня добавила в группу в соцсети. В общем, я наблюдала, читала, там все время была информация про чемпионаты, где проходят Балканские игры. В общем, я читала, ничего в этом не понимала. Не понимала в плане, что происходит, а не понимала, как я могу в этот спорт войти. И, в общем, удалилась я из этой группы и дальше шла в своем направлении. И случилось так, что летом наш председатель нашего района, Вулканежского района, Чебан Петр Васильевич, он пригласил, он нам объявил, что приедет семинар, приедет тренер по художественной гимнастике, президент федерации, даст нам семинар, даст мастер-класс, и меня это очень сильно удивило, то есть как таковой тоже информации не было, что происходит, кто это, что это, кто к нам приезжает. И когда приехала Оксана Михайловна, я уже поняла, о ком идет речь, мы так поболтали, я ей показала свои работы, и она меня вот пригласила, ей понравились мои работы, она меня пригласила в федерацию, попробуйте, и опять я вступила в эту группу, опять я прочитала всю эту информацию, думаю, ну, наверное, я уже рискну, уже начну я вот этим заниматься. И когда уже пришло объявление о фестивале, о турнире, что будет проходить чемпионат Молдовы, я подала заявки и решила все-таки поучаствовать. Я не знала, как это будет, и мы шли на бум, как говорится, потому что... Но риск — благородное дело. Да, мы рискнули, попробовали, и получилось. Да, потому что я действительно не понимала, правильно ли я все делаю, может, какие-то элементы нельзя в этом возрасте, может, что-то правила есть, какие-то, может, что-то я упустила, хотя я старалась изучать регламент очень тщательно. Ну, в общем, мы поехали. И насколько меня очень сильно удивило, это сама организация очень сильно удивила, потому что мы бывали на разных, мы за границей бывали, в Румынии бывали на разных чемпионатах, и тут получилось, что мне понравилась сама душевная обстановка, сама доброта вот людей, судей, не было вот этого вот какой-то агрессии, не было агрессии среди тренеров, где подвинься, сейчас мои выходят, подвинься, отойди в сторону, как бы вот такого не было. Добродушный прием самих тренеров, кто-то где-то что-то подсказал, кто-то, мы даже когда выстраивались на парад, возможно, я выставила своих детей не туда, куда надо, но никто нас не дернул, никто нам не сказал, отойдите сюда, здесь наше место. В общем, все так прошло организованно, бывает красиво, такое иногда помогать. в спорте, но, слава богу, да, вот мы не столкнулись с этим, мы Да. первый раз поехали, слава богу, не столкнулись, у нас остались только положительные эмоции, и я очень благодарна, безумно благодарна Оксане Михайловне, президенту федерации, за прием, и очень благодарна председателю нашему района Петру Васильевичу, потому что он выделил нам транспорт, чтобы мы попали на эти соревнования. Это для нас очень ценно. И за знакомство с Оксаной Михайловной, потому что благодаря ему я познакомилась с президентом федерации и смогла вывести детей вот на эти соревнования. Ну, отлично. Вот видите, как первый шаг, первое, да, стремление к тому, чтобы что-то получилось и получилось. Это и для вас новый опыт, и я думаю, что девчонки тоже вот просто с гордостью выступили, не потерялись, не испугались и достойно показали все свои старания и все свои умения. Да? Я предлагаю вместе с телезрителями теперь посмотреть, как все-таки получилось, и опять вернемся в студию. Давайте посмотрим. Fantasia orașul Botănești.
Даша, ты в этой группе принимала участие, ты сейчас посмотрела еще раз на свои выступления. Что ты скажешь, вот твои впечатления, еще раз посмотрев себя со стороны? Поближе микрофон? Да. Мне понравилось, как мы выступили. Еще так как казалось, что я в нашей группе была самой маленькой. Да, сколько Да. тебе лет? Мне 8 лет, Мгм. но по росту я самая маленькая из нас. Ну, ты справилась. Да. Тренер что скажет? Насколько ожидаем был результат данной группы? Да, я ставила, ну, как бы, у меня это считается как одна группа, две подгруппы, я ставила по максимуму результаты на обе группы, но получилось так, вот видео показано, как Дашу подняли наверх, она делает кувырок, и они переходят на свои места. И я заметила некоторую реакцию у судей, что вот как бы вот такое, то есть Испугались, да? я тоже очень испугалась, я работала над этим элементом, чтобы никакого риска не было. То есть Даша это сделала все правильно, все хорошо, ничего не было. Но я испугалась, что за это могут снять баллы, и, возможно, я допустила ошибку, что нельзя было ребенка наверх поднимать. И когда я наблюдала за другими коллективами потом, я уже видела, что и другие Можно, коллективы да? поднимали детей. И да, я думаю, что это допустимый элемент, то есть можно было поднимать ребенка наверх. Но, возможно, они испугались, что сейчас ребенок упадет. Но всегда и понятно, присутствует да. этот волнительный момент. Да, Даш, потому что она с самого верха и да, как бы сделает Даша, это. насколько тебе было волнительно, или ты была уверена во всех своих движениях правильных? Я была уверенная, потому что я и дома много тренируюсь над собой, все кувыркаюсь, занимаюсь, там, ноги поднимаю. Мгм. Иногда я прошу маму, чтобы она мне там что-то поддержала, помогла. Ну, отлично. Все дома помогают, чтобы был хороший результат, да? Да. Ну да, конечно, чтобы был хороший результат, нужно много работать, нужно не волноваться, нужно с уверенностью выходить на ковер. Но на самом деле, когда вы видите, что приехало очень много девочек, очень много команд из различных городов, это и Рыбница, Бельцы, из всех городов Молдовы и Украины, вот как вы ощущали себя в тот момент, чтобы, и уже видя выступления других команд, чтобы себя еще лучше показать, чтобы вот на самом деле жюри вам отдало предпочтение? Мне понравились все команды. Мгм. Я взяла себя в руки, я выступила. Номер один. Я себя взяла в руки И достойно И выступила. настроилась, да. У нас, ну, да, другие выступления были очень красивые. Но мне понравилось наше выступление. Другие тоже были яркие, красивые. Но я держала себя в руках и до последнего думала, что мы займем первое место. Ну да, соревновательный дух – это очень такой твердый дух, его нужно воспитывать, нужно им обладать, да? Там у многие девочки так выгибались прям, ну, взяли в руки, смогли. Смогли. И получается, мы прям пытались выгибаться хорошо, танцевать. Каждое движение сделать Да. правильно, да? Слушай, Мы ну, тренировались на коврике. Был такой коврик, там мы все тренировались. Мы пытались подработать элементы, которые у нас не получается иногда в танце. Ногу в голове, когда не можешь додержать. ну, все получилось? Да. Все получилось, отлично. Давайте мы вместе посмотрим, как получилось в вашей группе, и опять вернемся в студию и продолжим. Давайте. If you love me, and so how will I ever to know? You always tell me, perhaps, a million times I've asked you, and then I ask you
Componența echipei Asman Milana, Brumbu Vera, Chisakova Emilia, Papazoglu Maria, Topală Ludmila, Topală Anastasia, Toporaș Alina, Zârgâț Xenia, antrenor Hergelge Oksana. Прекрасное выступление, замечательные костюмы. Оксана, это тоже вы, да? Вы являетесь и дизайнером костюмов. Кто помогает вам, вот, да, чтобы выглядели замечательно? Да, вот я хочу тоже отметить, что соревнования вот шли, вот девочки, когда рассказывали, вот, что они видели другие команды, вот шло соревнование 2 дня. И в первый день это были очень сильные команды, очень, действительно, они были со спортивными разрядами, то есть мы не имели права с ними соревноваться, так как мы начинающие, мы соревновались в рамках фестиваля для начинающих. Это было во второй день, и именно тот заход, где именно команды начинающие. То есть мы не соревновались с командами, которые уже имели какие-то вот разряды, да, серьезные такие вот. Но когда вот мы наблюдали за всеми этими командами, мы, конечно, для себя выделили вот костюмы. Насколько это все было шикарно, насколько это были стразы, пошив. Наши костюмы, и я считаю, что немножко на том фоне, что было немножко скромнее, скромные, да. Но все равно красиво выглядели вы. Да. Я тоже вот признаюсь, что не до конца понимала, как это все делается и где найти в вулканештах человека, который пошьет такие профессиональные костюмы. Но как оказалось, что я когда поспрашивала, что несколько вот наших мастеров согласились взяться за такие костюмы, но мы просто не успевали в сроки. И мы решили заказать готовые костюмы. Мы пошли немножко на риск, мы их не шили, мы их заказали с интернет-магазина, и пришлось уже выйти так, первый раз. Но мы, когда ехали на турнир, мы с родителями ехали с таким, что мы едем познать. Если дети там ехали за первым местом, то мы не ехали с родителями за первым местом, мы ехали увидеть, познать, изучить и сделать для себя очень много выводов. И так и получилось, что мы действительно, я для себя сделала очень много выводов в плане костюма, и в плане постановок, и в плане допустимости движений. Вот. Про костюмы так особо много не могу сказать, потому что я говорю, что на фоне других команд, конечно, мы были поскромнее. Ну, я думаю, дальше больше уже вы увидели, как выступают другие команды, как они одеты, как они представляются. Да, но все-таки я старалась подобрать по стилю танца. Если первый танец, он идет более такой связан с латиноамериканской программой, то вторая подгруппа, они считались вот такой какой-то такой ветреный танец, мощный, да, вот такая музыка грозная, и вот красные костюмы, они даже вот очень хорошо подходили в этот образ. Я их даже на тренировке, ведьмочки мои, ведьмочки, потому что музыка навеивала какой-то грозность, суровость, и в общем вот такое. Ну, а вторая группа такой морской бриз, да, такой легкий оттенок. Да, это более такое мягенькое. Ну, прекрасно. И я думаю, что дальше, какие планы дальше? Работать дальше будем? Понравилось все, да? Понравилось. Ну, я все же хотела бы вот уточнить, чтобы вы рассказали, а кто пригласил вас в этот вид спорта, кто показал вам, кто познакомил вас с этим видом спорта, потому что на самом деле эстетическая гимнастика – это сложно, это растяжки, это боль, но понимая, что выходишь на ковер, ты все это уходит в сторону, и ты уже делаешь легко, с легкостью размахи, на шпагат надо привыкать, да? Вот хочу, чтобы каждый немножко рассказал, как впервые, пришли вот, У моей мамы вот этот вид спорта. просто была мечта, чтобы я стала гимнасткой. Отлично. Я пошла на гимнастику, и мне понравилось, как бы я начинала, мне было чуть больно, но терпела, и вот сейчас добилась того, что мы поехали, заняли первое место. Сейчас уже это делается легко, да? Да. Мне
нас в детстве самой 2 года назад интересовала гимнастика. Меня мама захотела, я попросила у нее, она меня записала. Я ходила 2 года, и я этого добилась. Я выступила. Мы Отлично. получили первое Да. место. Как познакомились, когда пришли впервые в этот зал? Я впервые, когда пришла в этот зал, я не представляла, какой он большой. Я была очень удивлена. Пыталась делать разные элементы. Мгм. Но благодаря тренеру научилась еще больше и вот Благодаря- стала чемпионкой. Да? Благодаря тренеру мы вот сейчас тут, мы выступила в Кишиневе Мгм. и заняли первое место. Да, отлично. Меня на гимнастику записала мама, потому что когда мне было 3 года, у меня уже потихоньку получались некоторые элементы, там шпагат поперечный, там колесо, перекат. И мама это заметила, и она у меня спросила: Даша, ты ходишь на гимнастику? Я сказала, хочу. И потом в один день она со мной пошла, записала меня. Но когда настал тот день, что все уже мы пойдем, объявили карантин, и мы начали онлайн заниматься. Даже онлайн занимались, да? Да, нам Оксана Андреевна высылала всякие видео, мы повторяли. Мгм. Ну все, оно потом закончилось. Прошли этот сложный путь. Да, мы... Ну, когда есть желание, преград нет, да? Да. Если есть желание заниматься, показать всю красоту танца, все элементы, и в целом танец, и себя, и команду не подвести, так? Потому что вы же Да. все-таки в команде работаете. А в команде, когда у кого-то что-то не получается, Поддерживаем друг друга. поддерживаете, не спорите, не ссоритесь? Нет, вот я у их тебя не учу получилось, обязательно например, да? Или один раз наоборот, было. показывайте друг другу, и чтобы получилось у всех одинаково, да? Потому что здесь важно синхронно сработать. Еще у меня вот, когда мама меня записала на гимнастику, я этого не знала. Она пошла меня забирать со школы, и она сказала мне это. Я была так рада, и весь день была с улыбкой большой на лице. Не важно, карантин, не карантин, все равно дома тренируешься. Есть желание, делай. Умница. Если Даже если нет такая желания. если такая установка будет у каждой из вас, вы добьетесь еще больших результатов, потому что это первый чемпионат, но не последний. Я думаю, что вы будете готовиться и дальше, и работать дальше, и прославлять свою маленькую Гагаузию на различных чемпионатах, соревнованиях. У нас есть цель добиться, чтобы мы стали самыми лучшими чемпионками, и вот мы добьемся нашей группой вот этой цели. Отлично. Мы хотим добиться. Ты так говоришь, как командир команды, капитан команды. Но очень хорошо. Если у вас есть такие цели, я уверена, что вы обязательно их добьетесь. Да. Я давно очень мечтала стать гимнасткой, выступать по разным странам везде. И потом стать тренером. Хотела очень Вот, сильно. отлично. Видите, есть уже преемственность поколений. Уже добилась, что могу выступать, стала артисткой. Я рада. Мы тоже очень-очень рады. Но чтобы, еще раз говорю, чтобы добиться хороших результатов, нужно ежедневно заниматься и в школе, И стараться. да, и в спортивном зале, где вы занимаетесь. Да. Вот мы, когда ходим в школу, у нас иногда бывают какие-то праздники, и вот у нас есть одноклассники, которые ходили на гимнастику, ходят на гимнастику, и мы с ними иногда делаем танец. Или кто-то хорошо успевает по гимнастике, но не идет. Или у него что-то получается. Мы иногда с одноклассниками делаем какие-то танцы и выступаем в школе. Ну, конечно, когда уже есть наработанные движения, есть уже, вы уже знаете, что главное, что когда выходишь на сцену, что нужно делать?
Улыбаться. Улыбаться. и Не бояться. Не бояться, держать Держать осанку. себя в руке. Да. И не смотреть вниз. О, правильно, Просто смотреть. прямо. наверх. Да, прекрасно. Оксана, я хотела как у тренера спросить вас и как у художественного руководителя, со скольки лет можно детей брать и заниматься вот эстетической Ну, гимнастикой? самый такой оптимальный возраст это начинать, наверное, не наверное, а так есть с 3 лет. Но опять же смотреть на эмоциональное состояние, физическое состояние ребенка. То есть если в 3 года есть дети такие активные, которые готовы к упорной работе, то в 3 года есть совсем маленький ребенок, который не осознает всей действительности, что происходит. И тут важно смотреть на эмоциональное состояние, на развитие ребенка. Вот. И на В основ- поддержку родителей, Да, наверное, да. Ну, есть действительно такие детки, которые в 3 года еще как-то они как будто маленькие, и им еще лучше побыть возле мамы, дома, садик, вот такое, потому что у нас идут тренировки, родители вынуждены забирать детей с садика, чтобы от дневного сна, чтобы привести на тренировки, и это очень сказывается на состоянии ребенка. Поэтому есть такие детки, которым лучше надо на обед поспать, побыть в садике до конца. Вот. Но вообще самое это с 3 лет. 3-4 года, 5 для гимнастики это уже как будто уже поздно, потому что самые такие эластичные вот мышцы это вот 3-4 года, самый такой оптимальный возраст. Вот. А сколько детей у вас в коллективе? И вот хотела еще и о планах немножко поговорить, над чем работаете, где еще планируете выступать, не только с эстетической гимнастикой, а и с танцевальными коллективами. У меня всего 87 детей. Около 100 детей, Да, браво. около 100 детей, да. Вот, 4 группы, в каждой группе достаточно много детей, и очень все хотят еще попасть, и мне приходится отказывать, и на что родители расстраиваются, но я им всегда говорю, подождите, старшие выпустятся, средние, вот они уже пойдут как старшие, других маленьких возьму, чуть-чуть подождем, но получается так, что когда приходят уже чуть-чуть подождем, это уже 5-6 лет, пока они с 3 лет ждали, бедные, а уже 5-6 лет детям. Трудно растягивать, когда уже 6 лет, потому что там уже сформировались как бы кости, мышцы. Вот. Но стараемся. Вот. О планах пока не могу ничего сказать, потому что пока мы работаем в рамках, вот прошел чемпионат, дальше я пока работаю в рамках Дома детского творчества, потому что там есть своя программа, я иду как руководитель Дома детского творчества, и есть своя программа, Новый год впереди, 8 марта, Мерцешор сейчас будет, поэтому пока вот все силы туда идут. А если выйдет какой-то конкурс, какой-то фестиваль, на феврале есть еще конкурс по современным танцам, но там есть категория акробатика, гимнастика, то есть мы можем там участвовать именно по этой категории. Но я как поняла от моих родителей, что они не хотят больше на эти соревнования, они хотят только вот в Федерацию эстетической гимнастики, где только гимнастика. Вот. А следующие соревнования, это уже будет на июнь месяц, и поэтому это уже будет Кубок Молдовы, я как поняла, вот мы уже туда поедем. Уже мысленно готовитесь на такие серьезные соревнования? Обязательно. Это будет уже прям, это будут достойные костюмы, это будет хорошая программа. У меня есть время, чтобы изучить программы других заграничных даже команд. Потому что я наблюдала долго, когда я познавала гимнастику, не саму гимнастику, потому что я сама с детства в этом. И для меня растянуть ребенка это не была проблема. То есть я элементы, все это знала, тем более я выросла на классике, на классическом танце. В университете у нас только было все на основе классики, поэтому классику я знаю в совершенстве. И для меня это не трудно именно, но все-таки я немножко боялась в правила и ограничения. И я когда другие команды, но опять это были какие-то зарубежные команды, может у нас правила отличались, в общем. Но Оксана Михайловна сказала, что у нас будут сборы, будут семинары, и я вот потихоньку буду уже это все изучать. Отлично. Девчонки, вы на что настроены? Я понимаю, уже вы готовитесь, работаете. Что пожелаете своей команде, своим командам, своим подгруппам? Что пожелаете, чтобы быть всегда на высоте, и чтобы вот ваши выступления были очень, такие замечательные и успешные? Я желаю своей группе успеха, чтобы всегда все получалось. И если все-таки что-то не получается, чтобы
Не расстраиваться? Да, чтобы не расстраивались, потому что всегда есть девочки, которые поддержат, помогут, покажут, как какой-то элемент делать. Да. Вот команда, они тренируются, и что-то не получается, девочки могут помочь. Не надо расстраиваться, обижаться. И надо всегда друг друга поддерживать, когда он боится. У нас вот на соревнованиях были 2 подгруппы. И мы должны друг друга поддерживать, чтобы они не боялись. Потому что они, когда боятся, они могут запутаться, не зная, куда идти. А так поддерживаешь, они рады. Ничего, даже если заняли другое место. Главное, что... Ну, в спорте бывает по-разному. Не всегда бывают золотые медали, да, но тем не менее к этому нужно стремиться, да? Что пожелаем команде? Что пожелаем себе? Я пожелаю, как бы, чтобы радости, и даже если кто-то упал в танцы, надо пойти и поднять его, и сказать мы сможем. Надо поддержать хорошо его и сказать, что давай мы сможем занять 1 место. А чтобы не падать, нужно много работать. Да. Да, не бояться трудностей и только вперед идти, да? Желаю своей команде, чтобы они делали, чтобы, если они даже падают, чтобы они отрабатывали. Зачем падать? Главное отрабатывать все движения, чтобы уверенно идти вперед, так? Хочу очень сильно сказать, что Оксана Андреевна очень хороший тренер. Она учит всех, она достойна 1-го места. Она достойна, Даже я достойна первого места. она требует так, чтобы вы выходили на высокий уровень, вы вышли, только теперь нужно держать планку, и чтобы всегда выступать отлично, да? Будем работать. И не огорчать ни вашего тренера, да, ни родителей, и чтобы мы радовались за вас, так? Оксана, ваши пожелания вашей команде, вот, пожалуйста. Я им желаю, конечно, держаться таких же результатов, даже больше, чтобы они никогда не падали духом. Я всегда с вами. Я никогда их не ругаю на соревнованиях, потому что уже дело сделано, уже как есть, уже принять ситуацию такой, какая она есть. Поэтому все мои, когда я поругаю, это все в зале, за закрытыми дверями. Поэтому, чтобы они всегда доверяли мне, и родителям я, конечно, хочу пожелать, чтобы они верили в меня и доверяли мне, потому что я деткам никогда ничего плохого не пожелаю, потому что это мои дети, каких это и мои дети. Я к ним отношусь так же, как и к своим родным детям. Если своих родных детей я поругаю, то и этих тем более поругаю. И приласкаю. И приласкаю, да, и поругаю, и обниму. и Это похвалю. все мои дети. У меня даже дочка старшая бывает, говорит, она прибегает со школы ко мне сразу в зал и что-то там просит. Я говорю: Тоня, выйди, пожалуйста, у меня сейчас тренировка. Она говорит: мама, ты тех детей так всегда обнимаешь, ласкаешь, а меня ты постоянно выйди за дверь. В общем, бывает, что даже я этим деткам больше уделяю внимания, чем своим детям, потому что я их безумно люблю, и всегда мы будем вместе. Ну, тренер – это как вторая мама, на самом деле. Ведь мамы же тоже где-то бывают строгие, да, и где-то поругают, но обязательно потом похвалят и вместе с вами порадуются за ваши результаты, так? Она иногда может наругать, иногда. Но какой результат? Она может пожалеть, она может похвалить, она может наругать, она... Вообще разная она. Ну да. Ну, девчонки, я еще раз вас поздравляю. Я вас поздравляю с отличным результатом. Пусть это будет не последний. Надо над этим работать. Уважаемые телезрители, хочу сказать, что сегодня у нас в гостях были победительницы чемпионата Республики Молдова по эстетической гимнастике Анастасия Топал, Людмила Топал, Мария Папазогла, Дарья Куликова и художественный руководитель танцевального коллектива «Грация» Оксана Хергелиджи. Спасибо вам большое, всего Спасибо доброго, вам. успехов и только хороших результатов. Спасибо большое. Спасибо большое.